Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Тема нашей лекции сегодняшней, вот написана на экране, «Эволюция татарской архитектуры в 20-21 век». Ну, прежде всего хочу начать с чего? С того, как звучит тема «татарская архитектура». Да? Татарская архитектура. Мы живем в эпоху такой тотальной глобализации, скажем, да, 21 век, век интернета, век искусственного интеллекта и прочие какие-то современных технологий. И мы видим, что если посмотрим в масштабе всей нашей планеты Земля, то идет какая-то процесс тотальной глобализации, я бы так сказал, да. Что касается сферы архитектуры, это сплошной хай-тек по всему миру, который расползается по всей планете. Да, вот одна такая однообразная архитектура стекла и бетона. Это что Эмираты, это что Китай современный, да, это что вот Япония. То есть это какая-то такая некая заразная болезнь, которая распространяется по всей нашей планете. Понимаете, да? И вот в этом процессе какое-то место для национальных архитектурных выражений или, как бы сказать, просто не остается, понимаете, да? Что интересно, вот была такая своеобразная, вот Япония была закрытым государством, вплоть до Второй мировой войны она была абсолютно закрыта, и была японская архитектура, она сразу была узнаваемой, да. Китай тоже был закрыт очень долгое время, и была китайская архитектура, а сейчас нет у нас такого понятия, как китайская архитектура, практически нет японской архитектуры. Если мы смотрим на архитектуру Японии, Китая, это и Эмиратов, или Америки, например, да, это все одно и то же, понимаете? Настолько все одинаково. Здесь говорить вот сегодня, вот татарская архитектура, вот на фоне тех процессов, которые происходят во всем мире, да, несколько так может выглядеть наивно, да? Наивно, может быть, выглядит. Но, тем не менее, она есть. Есть народ, который называет себя татарами, да? А если есть народ, то есть и народная культура, да, есть татарский язык, есть татарские песни и так далее и тому подобное. Есть и татарская архитектура. И в этом плане мы должны разделять все-таки архитектуру на две составные части, на два таких элемента. Прежде всего, это народная архитектура. Народная, да, она как была, самобытная народная архитектура, вот как в деревнях строили, скажем, 100 лет назад, да, много лет тому назад, точно так же и строят сейчас. Это вот такая полихромная, жизнерадостная архитектура, да, она вот свойственна татарскому народу, и это продолжает развиваться, хотя, конечно, вот эта народная архитектура, она испытывает влияние городской культуры, тем не менее, она сохраняет свою самобытность и никуда не исчезает, и продолжает жить, несмотря ни на что. Несмотря ни на какие глобализации и прочие всякие дела. Ну, единственное, что вот в этих домах появляются какие-нибудь антенны там современные, да, и так далее, и тому подобное. Используют современные материалы. Сейчас не просто деревянные окна в деревнях строят дома, да, а стеклопакеты используют и так далее, и тому подобное. Используют современные материалы, но, тем не менее, их как-то приспосабливают под свои национальные вкусы, под свое представление о красоте, так будем говорить, да. Не принимают в готовом виде вот то, что приходит из города. Все это как-то перемалывается, переваривается в народном сознании и интерпретируется, и используется. Это вот один аспект, да, народная архитектура жила, живет и будет жить, она живет своей самостоятельной жизнью. Другое дело профессиональная архитектура, профессиональная культура, да, архитектура, которую делают архитекторы-профессионалы, проектируют. Это уже несколько иное. И вот именно здесь происходит, как бы вам сказать, вот эти шарахания, да, вот слово такое шарахание использую, да, разброд и шатание, наличие этой архитектуры, когда проявление этой национальной идентичности, или мы полностью отступаем от этой национальной идентичности. Да, вот я говорю, что мировые процессы – это полное отступление от этой выражения национальной идентичности. Да? И потом, значит, какие-то периоды меняются, и потом опять, как ни странно, возвращается все на круги своя, и люди начинают осознавать, что какую-то некую свою уникальность, некую свою какую-то, что ли, специфичность, и появляется интерес к национальной архитектуре. Да? Ну, вот, скажем, например, для того, чтобы вот эту фразу, этот тезис проиллюстрировать, ну, например, появление
в России, да, дореволюционной России, такое вот явление, как псевдорусский стиль в архитектуре. Ни с того ни с сего псевдорусский стиль вдруг появился, понимаете, да? Мы смотрим, значит, развитие архитектуры Санкт-Петербурга. Это был чисто европейский город, понимаете, в котором вообще ничего русского не было напрочь. Ничего русского. Там строили итальянские архитекторы, Росик, Варенди, Растрелли и прочее, прочее. Они создавали чисто европейскую архитектуру, которая была, ну, скажем, обслуживала правящую элиту России, да? Обслуживал, начиная с Петра I, который ненавидел все русское, вообще напрочь ненавидел этих бородатых мужиков и делал все по бритьям бороды, да, значит, все эти кафтаны, одел их в прусскую одежду всех. И, в общем, говорят, прорубил окно в Европу, да, это так мягко сказано, прорубил окно в Европу, Петр I, да, и он ненавидел Москву златоглавую и создал новый город, построил на болоте, чисто европейский город, вообще полностью отличный от всей остальной России. Вот она жила такой жизнью, европейский город, такой, значит, такая застройка вдоль Невы, такая одной высоты, да, заданная. И вдруг это все менялись эти, императоры, да, вот эти Анна Леопольдовна, там Иоанновна, Екатерина. Это все немки, понимаете, немки, да. Их вот эта эстетика, устраивала, ну вот. И тут появляется у нас, Александр Третий. И вдруг он, всё это европейскую одежду себя сбрасывает, одевает гимнастерку, сапоги, и у него появляется интерес к своим истокам, да. И появляется вот такой вот, сверху это все идет заказ на псевдорусскую архитектуру, да, византийскую, так скажем, да. Ни с того ни с сего появилась. Вроде бы весь ход развития истории говорил о том, что каким-то вот по европейским, законам, канонам будет Петербург развиваться, да, и вдруг поворот такой, псевдорусскую архитектуру, да. И вот, если вы все, наверное, думаю, все бывали в Санкт-Петербурге, да, и вдруг вот в этой чисто европейской эстетике, кстати говоря, даже и храмы были построены в этой европейской эстетике. Исаакиевский собор, в Санкт-Петербурге, да, это же, по сути дела, собор Святого Петра в Риме, понимаете, да? Это центричное купольное сооружение, которое никак не соответствует по своему пространственной структуре, христианской литургии православной. Христианская литургия православная, она фронтальная, понимаете, да, есть вот, значит, алтарная часть, священник и ряды прихожан, которые смотрят в сторону священника, в сторону алтаря, да. Вытянутое пространство требуется для этого, а это центрично купольное такое сооружение. То есть абсолютно непригодное для христианской литургии пространство, да. Но тем не менее, это, по сути дела, это православный храм, который католический храм, который вот, с натяжкой, он так назвать православным, да, собственно говоря. Почему все это происходит? Это началось, кстати говоря, с Петропавловского собора. Вот первый архитектор Петербурга Трезини, тоже итальянец швейцарского происхождения. Петропавловский собор, посмотрите внимательно, да. Первый собор в Санкт-Петербурге — это, по сути дела, тоже христианская кирха. На самом-то деле, понимаете, выглядит. Эстетика была абсолютно европейская во всех отношениях. Казанский собор, вспомните, да? Казанский собор в том же самом Санкт-Петербурге, да? Там, правда, Воронихин скульптор, но это, по сути дела, это, э, тоже имитация, собора Святого Петра. Даже площадь, эта полукруглая вот эта аркада, да, вот эта вот, которая охватывает это, она должна была быть с двух сторон, только с одной стороны переделать это. По сути дела, значит, все вызвано вот этими ассоциациями собора Святого Петра в Риме, по сути дела, да. Вот. И вот, возвращаясь к этой прежнему теме, вот, то есть вот этой, псевдорусскому стилю, да, я говорю. И появляется вот в 1907 году, вдруг появляется в этом Петербурге храм на крови. Храм на крови, понимаете, на месте убиения императора, да. Весь такой цветастый, яркий такой вот. По сути дела, это копия собора Василия Блаженного, да, некая такая. Абсолютно не вписывающаяся в эту заданную изначально эстетику, Санкт-Петербурга, да. Такая чисто русская вещь, и вдруг на фоне вот этой Европы такой дикий контраст происходит. И и что потом? А что потом?
Мы сейчас говорим о татарской архитектуре, и вот говоря о татарской архитектуре 20 века, мы, наверное, опять должны возвратиться, то есть упомянуть Санкт-Петербург. Почему Санкт-Петербург? Потому что в Санкт-Петербурге в 1910 году татары, там достаточно большая диаспора татар была, решили строить мечеть. Мечеть решили построить, да? Там соборная мечеть. И был объявлен конкурс и так далее. Много разных архитекторов участвовало. Но накануне в состав России вошел Туркестан. Туркестан вошел, Средняя Азия, понимаете? И российская элита оказалась сопричастна к этой великолепной среднеазиатской культуре, искусству, культуре тимуридов. Великолепие. Они вот это все увидели, да? И это, конечно, их поразило. Ну, и с другой стороны, эмир Бухарский, он в молодости служил в одном кадетском корпусе с Николаем II, да, они были друзья детства, так скажем, да, он выкупил участок земли для строительства мечети. И естественно, что вот эта соборная мечеть в Санкт-Петербурге, татарскую мы ее называем, да, она имела стилистические черты среднеазиатской архитектуры тимуридов. Да, горный мир, по сути дела, по своей эстетике. Вот мы видим, как выглядит этот собор, мечеть, да, мечеть. Она, конечно, очень сильно на себе имеет влияние этой среднеазиатской архитектуры, но не только. Это некая такая смесь, такая вот конгломерат среднеазиатской архитектуры и северной архитектуры северного модерна. Мы видим, что вот если в Средней Азии все стены сплошь этой мозаикой майоликой покрыты, здесь мы видим только покрытый майоликой входной портал, купол, а все остальное серый карельский гранит. Это материал, который очень популярен был в архитектуре санкт-петербургского модерна. Да? То есть это сочетание северного модерна и среднеазиатской, так скажем, мусульманской архитектуры. И вот на этом сочетании появляется вот такой образец, образчик исламской архитектуры, татарская мечеть, до сих пор там татары ее содержат, по сути дела. Мы не можем ее сказать, что она какая-то другая. Это татарская мечеть, первая татарская мечеть 20 века, так даже скажем мы ее, честно говоря. Эстетика и архитектура, и образ этой мечети точно так же полный нонсенс по отношению ко всей окружающему ландшафту Санкт-Петербурга, да? То есть первый вот это вот такой чужеродный элемент — это храм на крови, чисто русский такой, псевдорусский, я бы скажем, да, весь цветной, яркий. И второй элемент — среднеазиатская мечеть на фоне этой вот классической застройки Растрелли, России и прочих-прочих товарищей европейского эстетики, да? Вот они, тем не менее, они там существуют, и очень сейчас уже как-то вот это все вписалось, может быть, а может и не вписалось, я не могу это точно сказать, насколько это гармонично. Первоначальные задумки строителей Санкт-Петербурга, которые задумывали изначально, это как Трезини, например, да, задумывали как европейский город, даже планировочная структура, трехчастная лучевая структура, это чисто европейская планировочная структура, да, вот это 3 луча, которые в Сенатской площади ведут, 3 основные улицы, Невский проспект, Литейный проспект, да, а это все трехлучие, оно идет с римской архитектуры. То есть это задумывался и в планировочной структуре, и по всем своим параметрам это задумывался как европейский город. И вот в этом европейском городе на сегодняшний день прекрасно существуют совершенно такие чужеродные, так, ну, в кавычки я поставлю, да, элементы, которые не свойственны этой европейской эстетике. Это храм на крови и первая мечеть, ну, такой в российском масштабе первая мечеть, так скажем, крупная, да, соборная мечеть, по сути дела, это была соборная мечеть. Вот. И что надо сказать, хочу упомянуть, вот это, если вы были в Средней Азии, видели, да, в Средней Азии были, в Ташкенте, в Бухаре, в Узбекистане, там, конечно, климат там жара, там солнце, там люди прячутся от солнца, да, а вы смотрите, как вот эта эстетика среднеазиатская, она в русских снегах, как она существует. Вы смотрите, да, вот она, видите, тут это все у нас деревья все беленькие, снегом покрытые. Это создает абсолютно новое эмоциональное восприятие архитектуры, понимаете, да? То есть, если мы смотрим на это, как это выглядит в Средней Азии, это одно, а
когда солнце и жара, а когда это холод и морозы, это совсем другое восприятие, понимаете, да? Тем не менее, это все прекрасно сочетается одно с другим. Ну, давайте пойдем дальше. Вот у нас уже мы в Казань возвращаемся. Казань. Возвращаемся в Казань. Это всем нам знакомая Закабанная мечеть. Все ее прекрасно знаем. Построена, да? 1924 год. Обратите внимание, 1924 год. Вспомните, что происходило в 1924 году. Ленин Вообще, умер. в школе учились, а? Ленин умер. Ленин умер. Представляете, умер Ленин. А кто такой был Ленин? Ленин был воинствующий атеист, как вы знаете, да? Первым делом он ненавидел этих попов, он ненавидел вообще страшно, да? Ненавидел. Так вот, с точки зрения так, с христианского представления, то антихрист был настоящий, самый настоящий. Взял и вот эту христианскую Россию, тысячелетнюю христианскую Россию, всех превратил в атеистов, обнулил. Понимаете, да? Как это возможно было? Это вообще было чудо, по большому счету, да? Когда жители России, которые крестьяне, да, и там, ну, служащие, ну, разночинцы, разные сословия, они на вечерней службе молились за царя, за родину, за отечество, да, за благополучие царской семьи. И вдруг они все стали в одночасье атеистом, но не в одночасье, конечно, это все вытравливалось, это все в душах людских вытравливалось, да. Вот первым травителем был Владимир Ильич Ленин, честно скажем так. Правду мы скажем про него. Вообще-то потрясающий, на мой взгляд, я до сих пор не могу переварить, как это могло случиться, что в такой христианской, сугубо христианской стране, да, которой 10 века христианство существовало, вдруг смогли эти коммуняки построить такое атеистическое государство. Вот это в голове у меня не укладывается, вы понимаете, да? Не укладывается в голове. Но, тем не менее, у них это получилось, да? Оно 70 лет просуществовало, это государство. Так вот, именно в 24 году строится у нас соборная Закабанная мечеть, посвященная тысячелетию принятия ислама на территории Волжской Булгарии. Тысячелетие принятия ислама. Ну, это было событие, все-таки событие, да? И, конечно, московские власти, наша татарская делегация татаров, Бабаев, Аксакалов пошла в Москву, дошла там до Калинина, еще до кого там, кто там был у них в те времена во власти, и они спросили разрешение на строительство мечети. В честь этой памятной даты, да? Они получили это разрешение. Что надо сказать, что проект 1914 года, эпохи модерна, дореволюционный еще проект. Архитектор Печников, эпохи модерна. Я вам говорил про петербургский модерн, сочетание модерна с среднеазиатской архитектурой. Это в чистом виде тоже некий такой симбиоз модерна и такой вот эклектики восточной марокканской архитектуры. Понимаете, да, там детали там взяты откуда-то из среднеазиатской марокканской архитектуры, интерпретация идет, но композиционная структура, она в чистом виде такая модерновая, да, такой получился такой необычный такой храм мечей. И на таком прекрасном месте еще она стоит, понимаете, да. Мы знаем, что все мечети в основном были на Татарской Слободе. Вот Татарская Слобода через Кабан, на той противоположной стороне. Все мечети, а на этой стороне не было мечети. Это вообще русская страна, если вот тоже говорить правду историческую, да. И вот на Кабане там регулярно проводились кулачные бои зимой между татарами и русскими, понимаете, да, морду друг другу били. Это была правда историческая, я ничего не придумал, если говоря. Не обижайся на меня, я ничего не сочиняю. Вот. И вот на этой русской стороне появляется мечеть. Прекрасно. В своей композиции, да. Рядом вот часто это фитнес-центр. Вот слава Аллаху Всевышнему, я каждый раз приезжаю, благодарю его за то, что сносит его к чертовой матери, понимаете, да? И дай бог, чтобы там на этом месте ничего больше не возникло. Чтобы вид на эту прекрасную мечеть, мы, проезжая по улице Салимджанова, мы видели и любовались этим прекрасным видом. Вот я об этом прошу. Ну, что там на самом деле задумано, я пока не знаю, да, но если там ничего не построят, я буду вот всеми руками, ногами только за, чтобы вот эту мечеть ничем не закрывалась. Потому что эта мечеть, это, по сути дела, шедевр архитектуры в том плане, что это архитектура модерна, мечети в стиле модерна. Вот я упомянул вам мечеть в Санкт-Петербурге, вот вторая мечеть у нас, Закабанная мечеть. Ну, и больше, в принципе, в мире-то и нету мечети в стиле модерн, понимаете, вся тринидадская исламская архитектура, она развивалась по другим законам, она не была вписана в контекст европейской стилистики, да, а Россия жила
развивалась в контексте европейских, современных европейских стилей, поэтому здесь только и могло появиться мечеть в стиле модерн. Нигде больше нет. Только в России вот 2 такие мечети в стиле модерн. Понимаете, да? О чём речь? В чем прелесть ее? В чем ее прелесть и уникальность этих 2 мечетей, которые я упомянул? Мечеть в Санкт-Петербурге и мечеть, у нас за Кабанной. Вот это прекрасно, красиво там. И главное, они обе, что и Санкт-Петербург, это такие не монохромные, это какие-то, вот сейчас все монохромное, да, вот это эстетика такая минимализма во всем. Она просто задушила вообще всю планету. Вот почему-то вот минимализм это оказывается как-то так модно, да? А в народной традиции, в народном искусстве нет никакого минимализма. Там все цветастое, яркое. Ничьи татарские, посмотрите вообще. Вот просто вот не надо носить, просто посмотрите, сходите и вот посмотрите, какие цвета вообще. Какие цвета, цвета. Да? Здесь тоже посмотрите на цвета собор мечети в Петербурге и цвета красные, белые, вообще все. Ну, играет просто архитектура, да? Поет в своем ярком таком, что ли, ну и пропорции у нее найдены. Это был профессионал, и тогда проектировали профессионалы, понимаете, да, в архитектуре. Тогда не просто было стать архитектором, а там пошел, купил там, заплатил, значит, и архитектор уже, да? Мы сейчас, я в КГСУ работаю, мы буквально стадами выпускаем архитекторов, да, не просто не толпами, а стадами выпускаем. Куда в основном мы где по 200 человек в год выпускаем архитекторов, только одна наша институт. Куда столько архитекторов вообще? Все одни девушки, вы понимаете, да? Все одни девушки. А вот то, что архитекторов много, так скажем. Ладно, идем дальше. Это немножко было такое немножко отступление, да? По поводу красоты, вот уже чертежи реальные, посмотрите пропорции высоты минарета, да? Вот высота минарет и высота самого здания, насколько это все найдено гармонично и изящно. Вы понимаете, да, вот это все. Это не просто вот современные мечети сейчас строят по Татарстану, да, вот такое вот здание и какая-то пипочка там торчит, которая символизирует минарет. Понимаете, называют это мечетью. Вот после таких вот вещей, таких красавиц, вот эти мечети, которые возникают там где-то там в районах и периферии, просто мечеть-то просто страшно назвать. Вы понимаете, да? Как будто даже не знает, какие были образцы прекрасные, э, достойные подражания, так скажем. Вот. И дальше идем. 24 год, да, 24 год. Что у нас еще в 24 году происходит, помимо смерти великого вождя? Что у нас происходит вообще в сфере архитектуры в России, в советской России? Советская Россия. 24 год. Мавзолей. Молодая советская государство, так скажем. Значит, ну, вы знаете, что основной лозунг коммунистов, которые вот эту эволюцию проводили, да, основной лозунг был: «Мы старый мир разрушим до основания». Помните такие вот? А затем мы новый мир построим. То есть все, что было старое, все это буржуазное, все это надо отменить, все это надо запретить, сломать, разрушить. И стали ломать эти планы. Значит, разрушим все до основания, все сломаем и построим что-то новое, да? Абсолютно новое. И вот в сфере архитектуры, значит, мы создадим новую архитектуру. Новую. Вот старое нам все не надо, вот это все мы отбрасываем, все это вот наследие, архитектурное наследие, которое мировое, так скажем, да, все это буржуазное, нехорошее, и будем создавать совершенно новое, которое небывалое доселе. И что создается? Появляется вот архитектура авангарда, так называемая, да, архитектура авангарда, конструктивисты и так далее, если вы помните, если знаете, да, вот появляется. И на чем основана эстетика этих конструктивистов? Откуда брать эстетические основы, это корни, за что цепляться, если не за прошлые какие-то там образцы, да, архитектурные? Цепляться не за что. Приходится цепляться за дворовые голубятни. Вот эстетика дворовых голубятин — это и есть эстетика конструктивизма, понимаете, да? Примитивизм, доведенный до некой эстетизации, понимаете, да? Вот появляется стиль конструктивизма. Много чего понастроено было в стране в этой стиле конструктивизма, так скажем. Вдруг
Он существовал где-то, наверное, с начала 20-х до конца 20-х годов, и к началу 30-х его просто не стало, этого стиля. Почему его не стало? Это стиль конструктивизма, которым, ну, у нас в Казани не так много проявлений, по сути дела, ничего не осталось. Миргасский домик только, вот, который сейчас в полуразрушенном состоянии находится, да, только он какой-то, можно назвать его стилем конструктивизма. Дом печати, ну, он это уже, знаете, конструктивизм, который не только эстетизирован, так бы сказать. Это не Вот чисто в виде Конструкция конструктивизма. слова присутствует. И присутствует, да, но он уже эстетизирован немножко, да. Это не чисто в виде конструктивизм. Это поздний конструктивизм, я бы сказал уже. И вот вдруг ни с того ни с сего в стране происходит возвращение к классическим традициям ордерной системе, конец 20-х годов. А по поводу стиля конструктивизма, когда и уже как проявление какой-то национальной идентичности в архитектуре речи быть не могло. Абсолютно, понимаете, конструктивизм полностью отрицал какую-то национальную идентичность, русскую, татарскую, все, там главное во главе была функция, утилитарность, простота и так далее, понимаете, да? В этих вот парадигмах, естественно, проявление какой-то там излишности национальных каких-то там чувств не предвиделось, как бы говорить, да. И вот этот стиль конструктивизма меняется вдруг уже в ходе проектирования соборной Дворца Советов. Это происходит, когда сносят храм Христа Спасителя в Москве, белокаменный, византийский, псевдовизантийский, такой весь русский византийский такой великолепный такой храм сносят, и на его месте коммунисты решают построить свой храм, коммунистического светлого будущего, это я не знаю, как это назвать, такой с Лениным там наверху, с протянутой рукой, естественно. Ленин сам по высоте где-то, с высотой пятиэтажного дома. Ну, гигантское такое сооружение. Сначала это в стиле конструктивизма. Первый конкурсный этап, и даже Ле Корбюзье, знаменитый французский архитектор в этом участвует. Вы понимаете, да? На первых этапах. Но потом это все в процессе, там было несколько этапов проведения конкурса, все вдруг превращается в рецепцию, то есть прием античных ордерной системы. Вдруг ордерная система. Ни с того ни с сего. Если эти ребята, коммунисты, в начальном этапе отрицали полностью всякое наследие, говорили, все это буржуазное, гадкое, поганое, мы свое создадим. А теперь они говорят, мы берем вот итальянский ренессанс, ордер, капитель, колонну, базу и так далее. И сейчас мы это все себе берем и будем отражать с помощью архитектуры торжество светлого будущего, социализма и так далее, тому подобное. Понимаете, да, что интересно вообще? Вообще-то это этап советской архитектуры, этап сталинского ампира, так называемый, да, это вообще интереснейшая страничка в истории архитектуры нашей отечественной. Коммунистический режим сталинский тоже это обращение к ордеру. Но к классическому ордеру добавляются еще, помимо вот этих баз, капителей, канилюр и так далее, добавляются красные звезды, например, рабочие колхозницы с веслами. Вот туда, все, это туда еще добавить надо. Как-то надо вот эту классическую эстетику еще как-то, ну, эту добавить туда, что-то такое узнаваемое, такое наше, да. Как ни странно, вот в рамках этого формата классической архитектуры, рецепции античной архитектуры, так скажем, в системе эстетики архитектуры советской, оказалось возможным проявление некой национальной идентичности, понимаете? И это на примере вот нашего театра оперы и балета, который тоже начинал строиться в стиле конструктивизма по проекту архитектора Скворцова, да? Но потом это вот в конце, когда у нас поменялось вот такое направление, архитектурное направление, он уже был построен в стиле классицизма по проекту архитектора Исмагил Галеевича Гайнутдинова, первого татарского архитектора. Первый татарский архитектор, который получил профессиональное образование. Понимаете? Архитектурное образование. До него не было ни одного татарина, который бы имел профессиональное архитектурное образование. Это правда. Значит, Иван Галеевич работал уже в позднем, уже в зрелом возрасте профессор Московского архитектурного института. Я там в это время учился.
мне посчастливилось с ним познакомиться тогда. Это в 70-е годы, да, начало 70, конец 70-х годов. И, значит, он прожил в Москве, там умер. И вот его архив приехал к нам в Казань, в наш институт. И вот в этом архиве я его перебирал, нашел вот такой вот рисунок. Сидит, значит, Шакир, в позе Шакир, да, сам Исмагил Галеевич, у него тюбетеечка, он позе Шакира что-то рисует, и я на лифе написано «Тренче татар архитектор Исмагил Гулейн». Вот эта картинка до сих пор я запомнил, понимаете, да? Вот сам написал себе, вот, значит, он сам себя представил, что где сейчас эта картинка, я не знаю, к сожалению. Это надо было хотя бы сфотографировать ее. Но, во всяком случае, это подтверждение того, что он действительно был первым татарским архитектором, понимаете, да? Имеющим профессиональное архитектурное образование. В царское время вообще не только архитектура, вообще никакого высшего образования татары иметь не могли. Вот у нас был университет, третий университет в России, да, ну, татарам туда дорога была закрыта. Не пускали татар в университет, вы понимаете, не давали им получать высшее образование. Занимайтесь сами, вот как хотите, там, вот, медресе учитесь, 5-е, 10-е, но что вам еще профессиональное высшее образование, нет, ребята, вам туда нельзя. Вы понимаете, в чем дело? Интересная какая вещь была. Но это другой аспект, да? Значит, в плане того, что появляется первый татарский профессиональный театр, ну, можно сказать спасибо советской власти, так скажем. Да? Давайте будем честными, на что-то надо еще и спасибо сказать советской власти. Вот мы скажем спасибо за то, что татары смогли получить доступ к высшему образованию, и особенно и сформировалась на этой почве татарская интеллигенция. У нас даже в университете был татфак открыт, понимаете? Татфак был в университете и был открыт в 1943 году, перед войны. В 1943 году, когда все воевали вообще, понимаете, открыли татфак. 20 минут еще. А теперь его закрыли. Ну, и другая тема, да. Значит, мы смотрим вот на этот вот, как бы сказать, не как бы сказать, а по правде сказать, театр оперы и балета. Классический стиль, да, ордерная, 8 колонн на портале входном. Ну, что он напоминает? Он Большой театр в Москве не напоминает вам? Еще как напоминает, да, это вот и классическая такая, классический образ театра, да, театра. Раньше это был классический образ греческого храма, да, греческий храм, храм Зевса, например, посмотрите там, и кто был в Греции, смотри, это настоящий греческий храм, да, символизирующий, ну, вот эта вот образная составляющая, она перекочевала, так сказать, в историческом формате с языческого храма перекочевала на храм искусства, на храм Минмапена, понимаете, да? И теперь это портал уже везет, вызывает ассоциации театра, а не ассоциации языческого храма, да? Вот что происходит. И, значит, это было построено вот 37-58 год, только долго очень все строилось, к сожалению. И тут что прелесть-то? А прелесть в том, что Исмаил Гадеевич смог вот здесь вот в рамках этой парадигмы, в рамках вот этого, что ли, стилистических особенностей ордерной архитектуры, прекрасно знал ордер, естественно, понимаете, использовать и элементы татарского декора, татарского орнамента. Вот мы видим здесь у него капители. Посмотрите, вот когда будете, да, посмотрите капитель. А вот это классическая капитель композитная. Композитная классическая капитель. Вот здесь внизу в углу у меня находится. Вот эту... То есть классика позволяла использовать, ну, здесь вот листья аканта, да, использованы в основе композитного ордера, а татарский орнамент, он сплошь растительный, понимаете, да? И так это все одно на другое легло, и это спокойно в рамках классики получилось у него и как снаружи использовать карнизы, всевозможные там декор, наличников, и внутри, вот мы видим, да, это все как-то создавалось нечто единое, это классическая архитектура, некий симбиоз классической архитектуры и элементов татарского декоративного орнамента, да. Это позволило обращение к классике. Конструктивизм бы не позволил. Вот классика позволила. А вот еще одна вещь творения, это уже того же Гайнуддина Галеевича, это павильон Республики Татарстан, татарская эстрада ВДСА,
в 1939 году, понимаете, в 1939 году вот такой павильончик, ну, что-то, ну, явно что-то есть татарское, да, ну, Осман Григорьевич прекрасно античную архитектуру, классическую архитектуру, и, конечно, это прежде всего там, с левой стороны, это аналог, это воспитательный дом Флоренции, архитектор Барнулевский, да, это такая такая арочная композиция на фасаде вытянута, это он оттуда берет, с классики, настоящей классики античного периода Ренессанса, да, вот он ее использует, и прекрасно это все, знаешь, как-то ложится на тему, я бы сказал, тему татарской архитектуры, собственно говоря. Да. Мы же не скажем, что это какая-то японская архитектура, да, или там русская архитектура, но если так вот приглядеться, ну, что-то татарское, наверное, есть, будем говорить, да, положим. Он долго не существовал, этот павильон, потом это привели татар туда, оттуда убрали, туда стал павильон игрушек, а потом и игрушки убрали, и вообще все снесли, да. Вот. Это вот недолго жизнь была этого павильона, но тем не менее он как элемент проявления вот этого поиска татарского идентичности в архитектуре, например, работ Исмаила Григорьевича существует. Все, кончился сталинский период, появился хрущевский период, 55-й год указ о борьбе с излишествами архитектурными, все начали вот эти пилястры, капители со стен начали убирать, соскабливать, вы понимаете, да, и панельная архитектура хрущевок, вот такая простая, ясная, такая вот барачная, так скажем, да, вот она очень долго просуществовала, она протянулась даже, там уж никакой идентичности тоже опять говорить не приходится, проявление какой-то национальной, чего-то такого. Потом это плавно перешло в архитектуру вот этих вот, так скажем, брежневскую эпоху, ну, пусть не панельная, но тоже, мягко скажем так, вот маловыразительная архитектура, да, по сути, советскую периода, значит, застоя брежневского, так называют застой. Но, что интересно, вот в это время, где-то конец 70-х, на одном из пленумов Союза архитекторов СССР вдруг принимает решение, видимо, сверху партийного органа, такое принимает решение, такой лозунг выдвигается, значит, советская архитектура должна быть социалистической по содержанию и национальной по форме. Вот такой лозунг. И этот лозунг распространяется по всему Советскому Союзу. И в лучшем виде он воплощается в союзных республиках, там, скажем, в Узбекистане очень хорошо там все это вот в виде орнаментики, таких вот решеточек от солнышка, прячущихся в стиле такой орнаментики используется, да. В Армении очень хорошо вот этот лозунг сработал, в Грузии сработал. Ну вот до Центральной России он как-то не дошел, как-то вот это всем некому было подхватывать эту тему, понимаете, возможность проявить национальную идентичность у нас тут в Казани, собственно говоря, вот на периферии у армян, у грузинов, у узбеков было кому эту тему, так сказать, подхватить и выразить в архитектуре, здесь у нас было некому, понимаете, да, тут были другие ребята, тут сидели, мало заинтересованы в этом деле, вот, и, собственно говоря, вот мы дожили до падения эпохи социализма, советского строя, и 91 год, все рухнуло, все благополучно, да, и вот у нас появился, мы уже живем в другом измерении, в другой парадигме, в другом формате, и вот в этом формате появляется возможность уже проявить эту национальную идентичность, прежде всего при строительстве мечети Кул-Шариф, да. Вот был объявлен конкурс на уж я про мечеть Кул-Шариф уже 1 055 раз рассказываю, ну, придется, видимо, еще раз сказать. Здесь я хочу показать, что только была возможность. В чем прелесть этого объекта? В том, что здесь была возможность, была задача построить татарскую мечеть. Татарскую, понимаете, идентичность. Не среднеазиатскую, как в Санкт-Петербурге, да, пойдет нам и среднеазиатская, нам татары все пойдет, лишь бы только построили, да. Нет. Ни арабская, ни турецкая, ни какая другая татарская мечеть. И вот здесь мы проявились, ну, постарались проявить это как-то, хотя не имею опыта вообще строительства, проектирования культового сооружения, вот из себя, из кожи вон вылезали, чтобы это татарское как-то проявить снаружи и изнутри. В общем, на мой взгляд, это получилось, не получилось, не мне судить, но во всяком случае, положа руку на сердце, могу сказать, что хоть убейте меня, это все-таки татарская мечеть. Если я не прав, то бросьте меня в камень. Это татарская мечеть, я вам всем так скажу. Понимаете, да?
Попробуйте сказать, что они татарские. Буду вас всех. Так, идем дальше, да, время-то у меня там поджимает, да, это интерьеры, это планировочная структура, не буду это рассказывать, вы сами туда сходите, посмотрите и убедитесь, пожалуйста, кто не был в этой мечети, походите, погуляйте, покушайте татарского большими ложками, собственно. Вот, и после вот этой мечети Кушарит, но и в Москве тоже появилась мечеть. Вы поймите, соборная мечеть вообще. Гайнутдин тоже захотел, чтобы в Москве мечеть появилась, собственно говоря. Там татар тоже немало живет, в Стольном-Граде, собственно говоря. Им тоже мечеть надо. И вот, значит, строится мечеть, такая уже рядом с вот Московским центром, вы знаете, да? И вот ее интерьеры тоже, знаете ли, в принципе, это тоже татарская мечеть, хотя мы видим, вот михрабные ниши, конечно, турки делали, внутреннюю отделку, да, турки делали. И вот они михраб, это чисто турецкий михраб, ребята, ну вот я вам честно скажу, кто был в Турции и видел турецкие мечети, ну вот это чисто турецкая архитектура. Но турецкая не так далеко от татарской, в принципе, не так можно, съедобно, как татарская архитектура, в принципе, по большому счету, да. Вот внутри здесь у нас вот такое вот элементы, какие-то вот плавные линии восточные тут все-таки присутствуют. Состоялся и в Москве. Ну, дальше я буду хвалиться уже, это мои мечети, вот у нас татарские, я называю, да, это вот мечеть у меня Суфия в Башкирии, вот посмотрите, она белокаменная. Здесь чем прелесть этой мечети, да, она тоже по тем же компенсационно-полировочным принципу она построена. Это минарет, мечеть с минаретом на крыше, да, у нас все мечети с минаретом на крыше, классно делают. Татарская мечеть — это мечеть с минаретом на крыше. Но здесь вот попытался я, она вся из белым мрамором нарисована, белый мрамор, вот беломраморный, да. Это как Кул-Шариф, тоже белый мрамор. Но здесь я захотел вот эту татарскую полихромию, вот это ичиговость, да, вот это вот цветастые ичиги, и вытащить на фасад. Вот мы видим в портале, тут цветная мозаика тут используется, вставочки такие цветные, мозаичные. Сейчас мы дойдем. Вот они, мозаика у нас и в интерьере очень широко используется, потому что мозаика тоже очень такая, ну, по сути дела, это элемент майолики, да, восточный элемент. Только если мы возьмем вот первую мечеть у нас на нашей территории, мечеть в Булгарах, там еще сохранились майоликовые изразцы, вы понимаете, вот если будете в Булгарах, побывайте, там историческая часть, вот, изразцы сохранились цветные, вообще разноцветные, красивые такие. То есть вот эта любовь к цвету, разноцветию, да, она была у наших предков, давних-давних предков, да, и она сохранилась и по сей день, да. Вот все-таки мы вот, купол у нас цветной. Это вот другая мечеть, это мечеть в Шингальчах. Вот, тоже здесь мы использовали и на фасаде тут цветные вставочки декоративные. Вот еще один пример. Это мечеть уже у нас, мечеть для слепых в Казани. Кто был, не был, сходите, посмотрите. Здесь тоже используется, тоже компенсационно-планировочный тип, это мечеть на крыше, но здесь это не только мечеть, целый комплекс. Здесь сама мечеть, и еще и вот есть комплекс для работы с инвалидами, то есть с слабовидящими, да. А сама мечеть, она имеет круглую в плане форму вообще. А это очень несвойственно для архитектуры мечети, понимаете, да? Нету вообще в мире мечети, которые имели круглую в плане форму. Вот я для себя сделал такую задачу попробовать вообще, работает ли эта круглая в плане форма для проведения исламской литургии, исламского обряда, да. В принципе, прекрасно все работает, все нормально. Внутри там великолепно, великолепно. Вот зимой, да, в чём прелесть нашей вообще, нашего климата, в чем прелесть? В том, что можно и мечети зимой в снегах увидеть, понимаете? Больше мы нигде мечети в снегах нигде не увидим, потому что Татарстан, Болгария — это самый северный форпост от строения ислама, понимаете. Мечеть в снегах — это особая прелесть вообще. До сих пор еще не воспетая поэтами. Ну, приходится мне воспевать как архитектор. Так, вот внутри, если вы кто бывал, посмотрите, внутри там тоже все прекрасно
Прекрасно все это работает. Женская галерея, второй этаж. В общем, советую там побывать. Соборная мечеть строится сейчас в Набережных Челнах. Это очень большая мечеть по размеру 3200 человек туда вмещает. Для сравнения, мечеть Кушерей 1600 всего-навсего. У него проектная вместимость, да, хотя больше туда вмещает. Но тут 3200 человек здесь. Сама мечеть. Еще два таких крыла, два флигеля. Здесь вот у нас мужской медресе, здесь женское медресе, два медресе будут. Ну, еще муфтият туда залез. В общем, там много чего такого будет. И он многоэтажный, там 4 уровня, высокие 3 уровня галерей. Если в Кул-Шерифе одна галерея, да, женская галерея, тут 3 уровня, то это 4-этажная. Еще подземного этажа 2. Понимаете, да, если это, в сути дела, еще она там мало раскрыта, что ли, да, там процесс строительства идет, вот он процесс строительства идет, вот сейчас находится, вот в снегах, я еще раз вот говорю, мечеть в снегах. Ну, строим долго, конечно, 1910 года, 16 лет строим. Вот обещаю, когда-нибудь построим. Когда-нибудь построим, увидим всю ее прелесть и великолепие этой мечети. Вот сейчас она внутри, как это выглядит, да? Как страшненько. Вот 3 яруса, видите, галереи, да? Вот 3 яруса галереи. И вот уже какие-то мы прикинули интерьеры, тоже, как это все будет выглядеть масштабно, грандиозно. Ну и так, не постесняясь этого слова, татаристу, я бы сказал, да, хотел, чтобы в интерьере это было все-таки мы это от татарской мечети никуда ни влево, ни вправо не уходили и всему миру демонстрировали, что мы, татары, можем строить свои мечети, ребята, не хуже ваших там арабских и прочее, даже лучше. Так, это прохожу, это мечеть у нас в поселке Нагорный. Вот быстренько я его пройду. Вся прелесть, она получила трехминаретную, понимаете, у нас у татар не было трехминаретных мечетей. Это так получилось, потому что это реконструкция существующей мечети 90-е годы построена, быстро-быстро построили из силикатного кирпича, да, потому что вдруг коммунисты вернутся, надо успеть построить, мечеть быстренько построили, 2 минаретами она была, 2, вот они. Ну вот пришлось расширять ее, и вот я новый корпус, вот он, новый корпус, уже там со своим минаретом получилась такая 3-минаретная мечеть, по сути дела. Такое новое композиционное решение, да, мечети. Внутри тоже пытались мы все это сделать татарским, ну так, скромными средствами, конечно. Так, вот последняя работа, одна из последних работ, это мечеть Лаишева, да, мечеть Лаишева, там рядом церквушки. Вообще Лаишева, конечно, там что-то татарского духа мало, но вот въехали мы туда, с татарским духом тоже. И вот она так вот. Вот и опять еще раз эту тему я муссирую, акцентирую. Мечеть в снегах, да. Посмотрите, как это все сочетает. Внутри, вот у нас внутри вот такой огромный зал вообще. Здесь вот еще интересно, здесь нет опор. Мы сделали кессонный потолок, чтобы не было колонн, чтобы не мешали вот это все, михраб не закрывался, понимаете, да, вот это помучил я немножко конструкторов, чтобы они сделали не перекрытие без колонн, чтобы это купол опирался прямо на кессонный потолок, понимаете, и получился вот такой великолепный, огромный, высокий зал. Так, это дальше идем. Значит, в Москве товарищи захотели, была мечеть, мы спроектировали в районе Костяно, вот такая вот мечеть красавица должна была быть, спроектировали это вот участок на берегу озера, это все, даже рабочая документация была уже готова, все было сделано, все инстанции согласования, но вот госэкспертиза неожиданно нам все это отклонила, понимаете, да? Вот такая мечеть должна была быть в городе Москве, еще одна. Там мечети не хватает, все прекрасно знают, что не хватает, но до сих пор это продолжает не хватать. При всех наших попытках как-то этот вопрос решить не получается, понимаете, не получается. Вот в интерьерах что-то, видите, мы какие интерьеры тут делали. Уж не буду рассказывать, есть татарское, нет татарское, вы сами смотрите, пожалуйста. Вот такие интерьеры должны были быть там внутри молельного зала. Вот это женская галерея, мы в женской галерее смотрим на михрабную нишу, да. Значит, это вот быстро прохожу. Значит, мы занимаемся, значит, распространением татарской архитектуры не только в Татарстане и в Москве, но по всей России. Вот мечеть в Хабаровске, сейчас она строится.
процесс строительства, наконец-то она пошла. До Алла-Обежца будет построена. Вот такая мечеть в Хабаровске. И вот эта мечеть в Тюмени не пошло, в Тюмени не пошло. И это вот мечеть деревни Молодино Звездольского района РТ в честь 785-летия основания деревни. Вот я из этой деревни, ребятки, мои родители оттуда, моя родная деревня, там прошло все мое детство. В прошлом году отмечали вот это вот 785-летие. Понимаете, 785, это какой год? Это 1240 год, ребята, это что за год? Это когда войска Батыя сожгли Киев в 1240 году, да? А Александр Невский устроил ледовое побоище. Это все 1240 год. В этом году была основана моя деревня, в которой я прошел детство. И вот для этого события я такую вот мечеть мемориальную спроектировал. Ну вот ждем спонсора, когда появится, который как бы это все дело потянет, да? Это вот, ребята, что у меня это? Это мечеть в Ишимбае. Вот недавний заказ делали, там мечеть Батан называется, мечеть, посвященная защитникам Отечества. Ну, Ишимбай, там тоже татары, собственно говоря. Ну, это вот мечеть, соборная мечеть в Казани. Ну, был конкурс на соборную мечеть в Казани в 2020 году, как вы помните, да, в честь 1100-летия принятия ислама у нас уже, в честь тысячелетия принятия ислама вот стоит благополучная мечеть Закабаны, 1100-летие у нас прошло, уже 4 года как прошло, и до сих пор, значит, ничего не двигается, до сих пор, к сожалению, да. Ну вот был конкурс, и вот в этом конкурсе я там участвовал, победил, вот в таком виде, это вот, то есть отдал дань вот этой моде хай-тешной. Ну, куда деваться, эпоха, время, туда-сюда. И для себя поставил задачу, можно ли вот в этих формате хай-тека какую-то национальную идентичность проявить? Можно или нельзя вообще? Можно ли в хай-теке какие-то национальные «я татарин» сказать или нельзя? Понимаете, да? Вот просто такую задачу себе поставил. Как это получилось? Ну, получилось, не получилось. Но, во всяком случае, ну, мне нравится, не знаю, ребята. Но вот, так и к сожалению, вот прекрасно как вписался, собственно говоря, вот на территории парка Крыла вообще великолепно, я считаю. Но не пошло, понимаете, не пошло, к сожалению. Хотя вот идея первоначальная была цепляться за что в хай-теке, за что цепляться? Мы зацепились за Ноев ковчег, да, ковчег пророка Нуха, который спасет все наши, значит, этих нас всех спасет, заберет туда, и куда-нибудь мы, значит, от этого Армагеддона, который тут тотально вообще вокруг да около, эти дроны летают, и как-то мы от этого спасемся, забравшись вот в этот ковчег. Да, пророка Ноя, собственно говоря. Но до сих пор почему-то не запускает этот спасательный ковчег. 4 года уже прошло, понимаете, ни слуха, ни духу. Идем дальше. Вот такая вещь. Вот такая вот вещь, суперсовременная, мне кажется. Вот на куполе. Ну, был такой еще вариант, тоже соборной мечети. Вот он премию не получил, но вот был еще вот такой вариант. Я 2 проекта сам представлял на том же самом месте. Вот такой виде кругленькая такая. Потому что круглая для меня это очень любимая тема, круглые мечети, да. Но тоже не пошло. Это вот у меня еще один такой вот хай-течный вариант мечети в стиле хай-тек. Тоже тема та же самая, ковчег пророка Ноя. Но тоже не пошло, не пошло, не пошло. Все не... Вот, теперь что я хочу сказать по поводу хай-тека, да, и архитектуры. Вот перед нами этот концертный зал нашей консерватории, да? Вот наверху фотографии. Плохо видно, да? Как он выглядел в 60-е годы, когда у нас был главным архитектором был товарищ Агишев Минхасьянович, понимаете, да? Он был такой любитель современной архитектуры, и по его проекту было построено вот это здание. Пригородный вокзал был такой же, стеклянный был построен, помните? Кто помнит, кто не помнит. Многие, наверное, молодые еще не помнят, не видели, да? Это были стеклянные кубики, да? Стеклянные кубики. Это, по сути, хай-тек, вот который, вот, нынешний хай-тек, да? И вы посмотрите, что происходит в 90-е годы, во что превращает. Еще Касьянович был жив, да, при нем это все делают, да?
город, эгрегор города не переваривает этот хай-тек, он никак не может с ним смириться, понимаете, и, значит, начинает его приспосабливать под свое, под себя, да. Вот, по сути дела, мы видим перестроенный фасад этого концертного зала. Это город его перестроил, переживал, переварил под себя, понимаете, потому что стекляшку город не переваривает. То же самое можно сказать по поводу вот пригородного вокзала, да. Вот была такая чистая стекляшка, и вот во что это все переварили уже в конце 90-х, начало 2000-х годов, да. И вот, продолжая эту тему, значит, ну, что можно сказать по поводу будущего нашей пирамиды, развлекательного центра? Что мы можем сказать по поводу будущего нашего нового здания театра Камала на берегу реки Кабан? Я думаю, что их ждет вот точно такое же будущее, как с этими зданиями, потому что эту эстетику не переваривает город, он не может ее проглотить. Вы понимаете, да? Как вот я не хочу сказать, что это вот как для Казани, как это вот уникально, да. Вот в свое время в Париже был построен центр Помпиду рядом с Лувром, понимаете, да, такой считал шедевр, когда вот называется стиль «кишки наружу», когда все коммуникации, здания были вынесены наружу и разным цветом покрашены. Да, центр Помпиду. Такой. И вот сейчас вроде вначале это казалось такой эпатаж, так классно, как современно, как это здорово, как это чудо, а сейчас не знаю, что с этим делать, собственно говоря. Вот хотел как-нибудь вот с глаз долой его, потому что он на фоне Лувра, на фоне вот исторического центра Парижа, он никак. И поэтому запретили в Париже строить что-либо современное. Все, за городом, вот Тет де Франс, пожалуйста, стройте там сколько хотите всяких стекляшек, каких угодно. Или таких вот спиралей каких-то, как у нас вот Москва-Сити появилась прямо в центре Москвы, такие вот зубы торчат стеклянные, вы понимаете, да? Вот Москва такая вот, рядом Хрущевский район, собственно говоря, вот это вот невысокие, и вдруг вот такие вот торчат, вот такие вот, один страшнее другого, стекляшки. И так говорят, мы тут, а что они там делают, собственно говоря, глядя на эту панораму. И еще есть кадры такие, я нахожу в интернете, да, Москва и какие-нибудь где-нибудь куполочек такой-то, храм Христа Спасителя, вдруг золотой здесь светился. Ну, что они там рядом делают, как они могут рядом существовать? Не могут. Не могут. И не смогут, вы понимаете, да? Поэтому, конечно, многие вещи появляются в архитектуре по воле отдельных, ну, скажем так, властимущих, да, или сильных мира сего, да. Но город, он все-таки живой организм, он развивается по своим законам. Вот по своим законам. Если мы нарушаем эти законы, естественные законы развития города, то это все равно городом не принимается, отторгается, или это все, знаете, как вот поглощается городом. Вот мы видим пример, да, это все интерпретируется, трансформируется под себя. Город все равно это под себя переваривает, чтобы он съесть это смог. Хай-тек он съесть не может. Вот все, пожалуйста. Сегодня у меня на этом все.